Лазерное оборудование на сыктывдинских пилорамах начали применять в прошлом году. Экономическая выгода налицо. В разы минимизируются отходы лесопиления, улучшается качество самой продукции. Казалось бы, включай себе лазер, допили, но есть проблемы с сырьем. И об этом говорят все лесные предприниматели муниципалитета. Своих делянок не хватает, и потому строить планы развития здесь просто не решаются. Реальность такая, что выстраивать отношения в нашем случае надо уже на год, на два, на три, потому что обороты с каждым годом растут, и, соответственно, риск того, что мы не выполним обязательства перед нашими покупателями, очень высок. И хотелось бы, да, чтобы древесина, которая республиками все-таки богата, она выделялась нам в том объеме, в котором она нам нужна. Мы не просим больше. Мы на сегодняшний день перерабатываем 90% от того, что мы заготавливаем. То есть это не только производство пиломатериалов, это у нас существует 2 травокольные установки. То есть все балансовое сырье мы перепродаем местному населению. О том, что малый бизнес – главная подмога, говорят и главы сельских поселений. Они, как никто, заинтересованы в развитии бизнеса на своей территории. Помогают решать земельные вопросы, ищут выходы на региональный уровень. В свою очередь, сами бизнесмены тоже помогают властям на местах. Например, проявляют интерес к реализации тех же народных проектов. Первый народный бюджет действительно прошел у нас не столь активно, да, и как местные жители, так и предприниматели принимали неактивное участие. В этот раз есть уже сподвижки, и предприниматель хочет вкладываться в наш народный бюджет, и местное население восприняло этот народный бюджет более активно. И мы надеемся, что мы справимся с ним с большим вкладом от населения. А еще руководитель сыктывдинской администрации призвал предпринимателей не скромничать и сделать район туристической меккой республики. Потенциал есть, создан специальный каталог, своя линейка сувенирной продукции. Разработаны 5 туристических маршрутов, работают 4 гостевых дома. Для глав сельского поселения, для бизнеса, чтобы наши туристические маршруты активизировать, подключиться, найти этих туроператоров и уже вывозить людей и показывать наши достопримечательности. В данном направлении мы планируем еще заключить дополнительные соглашения с туроператорами, которые будут буквально в конце марта встречающие. Большие надежды у районных властей и на сыктывдинских фермеров. В этом году местные аграрии реализуют 3 инвестиционных проекта. Уже в мае в Пашге запустят новый коровник на 100 голов, и местное хозяйство начнет выпускать свой фирменный сыр. Любовь Филиппова, Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.